Сегодня участники пленэра «Молодые художники Северо-Запада России» начнут создание экспозиции в Национальной галерее Коми. 10 дней они путешествовали по живописным местам нашей республики, побывали в Сыктывкаре, Усть-Куломском и Сыктывдинском районах. Итоговую выставку зрители увидят 24 сентября. Они готовы работать круглые сутки, в любую погоду, погрузиться, раствориться и рисовать. Бывало, организаторы пленэра, сотрудники Национальной галереи Коми в полной темноте ходили по селу, искали молодых художников. Так случилось в Усть-Куломском районе, где живописцы повторяли путешествие Василия Кандинского. А это уже Нювчинский пруд. Большая группа с мольбертами и красками облюбовала, как говорят местные жители, набережную. Эти места, они вообще очень красивые, и тут вообще обилие всяких вот мотивов, которые просто вот в любую сторону, что сюда пиши картину, что сюда пиши. Сейчас тем более осень золотая, я вот, как говорится, вот увидел вот это вот место, и уже, как говорится, нет никакого смысла куда-то еще идти. По словам художников, деревни Коми, в отличие от многих мест в России, действительно самобытные. Здесь сохранились старые дома, не обшитые сайдингом, нетронутые цивилизацией. Возможно, поэтому Вероника Вологжанникова из Мурманска в 4-й раз приехала на наш пленэр. Как мы узнали, в ее копилке уже есть несколько коми-слов. Добрый день – это бурлун, а в добрый путь – это буртур какой... Нет, буртуй, вот. Очень приятно слышать, как местные жители разговаривают на местном, на коми языке. Для меня это прям была фантастика такая. Это очень здорово. Вот. Захотелось изучить немножко язык. Недалеко от Вероники расположился Вадим Русских из Кирова. Сегодня его тоже вдохновил вот этот пейзаж со стареньким Зилом. Я знаю, что в Нювчиме вы искали разные места, вас водили на экскурсию. Вот почему вы выбрали эту точку? Меня вообще привлекает не только пейзажная техника, пейзажный стиль исполнения и жанр пейзажа как таковой, а еще и различные объекты технического рода. Вот. И, конечно же, я совместил два жанра, такой более индустриальный и классический пейзажный в одном. Вот. И сейчас пробую изобразить этот колорит такой вот, жилье человека, место его работы, действия какого-то с природой. Здесь некая философия в этом присутствует тоже, что с одной стороны есть и что-то старое, ушедшее, но природа на этом фоне, она выглядит вечной, она никогда не теряет своей актуальности. Наша съемочная группа прогулялась вдоль большого пруда, конечно, делая остановки возле мольбертов. Никакой суеты. Художники идеально вписались в нювчинский пейзаж. Казалось, так они здесь рисуют каждый день. Поднявшись выше к центральной улице, достаточно далеко от воды, мы обнаружили еще одного участника пленэра. Даниил Обманец из Санкт-Петербурга замер возле строящейся православной церкви, которая, как он заметил, контрастирует с домами вокруг. Что для вас, как для художника, открылось в Коми-деревнях? Невероятное дружелюбие местных жителей. Вот. И то, что они хранят культуру свою, чтут ее. Молодые художники не обошли вниманием и родовой дом известного коми-композитора, ученого Прометея Чисталева. Впечатлил и возраст дома, почти 120 лет, и то, что здесь сохранилась вся обстановка. Мебель, кстати, знаменитая гамсовская. И внутри мы зашли, такая изба, просто такое вот вообще погружение в ту эпоху. Я даже узнала на подушках такие красивые кружева, у моей бабушки такие были. И у меня прям такие нахлынули воспоминания теплые о бабушке, о печке, о доме таком старом. Уже во время концерта «Шилот Фест Нювчим» другая питерская художница Алевтина Соснина не удержалась и решила поймать волшебный момент, когда на сцене читала стихи двоюродная племянница Прометея Чисталева, коренная москвичка Алевтина Стручкова. И звучал саксофон сыктывкарского музыканта Михаила Французова.